Вы смотрите новости Татарстана, в студии Алексей Калиничев. Здравствуйте. И по традиции мы начинаем со значимых событий, которые произошли в этот день в столетней истории ТССР. Итак, в 2002 году в этот день в Кукмарском районе выпал снег, высота покрова достигла 30 сантиметров. Вообще май того года был очень холодным, на 10-12 градусов ниже обычного. В этот день, в 2012 году, на острове Градец-Свияжск открывается обновленная конная усадьба. Она была построена еще в 16 веке на территории Богородицы-Успенского монастыря. Сейчас здесь туристический этнографический комплекс. Это событие прошлого, но мы возвращаемся в день сегодняшний. Их помощь всегда рядом. С командой решили, что важно продолжать эту творческую помощь, и придумали проект «Муз-привет». Как в условиях пандемии работают волонтеры и о чем сегодня они попросили президента республики. Об этом Зарина Ахметова. Пандемия продолжается, но варианты есть. Опыт зарубежных стран будет учтен. Как может пройти голосование по поправкам в Конституцию, узнал Дмитрий Аренин. Долг платежом красен. Мы без зарплаты. Есть даже кому за август зарплату еще до конца не выплатили. Следственный комитет завел уголовное дело на директора овощевода. Почему сотрудники уже полгода не получают зарплату, выясняла Вероника Гайнудинова. В сети закона. Зафиксировали нарушителя, потому что в данный момент выезд на воду с целью рыболовства запрещен. Как в Татарстане борются с браконьерами, увидел Рамиль Галиуллин. Всех онлайн и очно сотрудников Казань-Оргсинтеза сегодня в преддверии Дня химика Рустам Минниханов посетил Казанский завод, чтобы поздравить всех работников нефтехимии с профессиональным праздником. Он отмечается в последнее воскресенье мая, и обычно республиканские торжества проходят в Нижнекамске. На этот раз пришлось все отменить. Как химики гуляют онлайн, увидела Елена Веселова. Сведения о том, что 12 человек производственного персонала заболели коронавирусной инфекцией. Пандемия диктует свои правила, и на этот раз на праздничную встречу химики республики собрались не в одном зале, а на одном мониторе. По видеосвязи всех поздравил Рустам Минниханов. Я от всей души через вас, руководителей подразделений, руководителей предприятий, хочу передать слова благодарности всем работникам, которые трудятся в нефтехимической отрасли, поздравить всех с Днем химика, ну и пожелать, чтобы наша республика и в дальнейшем была неким таким центром химии. Президенту доложили, предприятия химической отрасли своевременно обеспечили все меры безопасности в условиях пандемии и продолжили бесперебойную работу. Это продолжение строительства новой энергостанции мощностью 495 мегаватт. Все работы идут в соответствии с графиком. Обеспечиваем бесперебойные поставки на свои заводы, а также удовлетворяем потребности других производителей и в России, и за рубежом. Более детально Рустам Минниханов ознакомился с работой Казань-Оргсинтеза. Президенту рассказали, как идет воплощение стратегической программы развития предприятия. В текущем году планируется завершить еще 2 проекта. Это проекты модернизации заводов этилена, реконструкция производства поликарбонатов с наращением мощности до 100 тысяч тонн. Президент осмотрел, как идет строительство нового производства на заводе бисфенола. Именно здесь в 1963 году выпустили первую партию продукции. На смену идут новые технологии. Вместо этого блока мы ставим новый блок. Продолжается реконструкция реактора на производстве полиэтилена. В ходе работ планируется решить и серьезную экологическую задачу. Газы планируют не сжигать, а возвращать технологический процесс. Нефтехимия сейчас составляет почти 40% в объеме всего промышленного производства республики. Рустам Минниханов пожелал химикам успешно преодолеть все последствия пандемии, показывать прибыльные показатели и, главное, не болеть. Всех с праздником! И берегите себя! Елена Веселова, Дмитрий Аренин, Сергей Кузьмин, ТНВ, Казань. И сегодня Рустам Минниханов подтвердил, он принял решение выдвигаться на новый срок президентства. Об этом он рассказал на встрече с волонтерами республиканского движения «Помощь рядом». Он посетил информационно-ресурсный центр добровольчества в ДК «Химиков», где организован штаб.
Это волонтеры наши с учетом состояния станции здесь и здесь. Столы, компьютеры, телефоны. Здесь ДК-химиков-добровольцы развернули штаб помощи. Как он работает, сегодня показали президенту. Всего за несколько месяцев активисты обработали сотни тысяч обращений. У нас еще в работе 8397 запросов, которые прямо сейчас ребята в колл-центре принимают и передают нашим коллегам. Более 180 тысяч горячих обедов, свыше 55 тысяч продуктовых наборов. Волонтеры не только доставляют татарстанцам продукты, но и проводят консультации. Так, к примеру, юристы помогли жителям в решении самых разных вопросов. От возврата денег за турпутевки до трудовых прав работников. На сегодняшний день в условиях непростой идеологической ситуации члены нашей ассоциации подключились к проекту «Ярдам Янашы» и оказывают бесплатную юридическую помощь в удаленном формате. Несмотря на то, что ограничения постепенно снимаются, к участию в движении сейчас присоединяются бизнесмены, общественные организации, неравнодушные люди. Практически 300 миллионов рублей удалось собрать от юридических лиц и физических лиц. За короткий период волонтеры движения «Помощь рядом» стали частью жизни многих. Президент отметил то, что в такое непростое время добровольцы смогли проделать такую масштабную работу, и это дорогого стоит. Такая ситуация, когда люди оказались дома, она как бы вот усилила вот эту работу, показала, какие у нас возможности. Поэтому я хотел бы поблагодарить то, что вот у нас в республике есть такие неравнодушные люди. Сохранить такую же систему взаимодействия между властью и обществом. Об этом попросили волонтеры президента. Обратились к нему и с особой просьбой. Прошу вас выдвинуться на пост президента Республики Татарстан. Мы уж вас очень сильно попросим, пожалуйста, это сделать. Без вас никак. Президент дал высокую оценку работы республики. Это заслуга не только президента, то есть Миниханова, это заслуга тех людей, которые работали до нас, которые заложили вот такой мощный потенциал нашей республики. Вот благодаря вот каждому из вас по закону я могу баллотироваться. Ну, будем двигаться в этом направлении. Рустам Миниханов добавил, доверие жителей для него очень важно, и он готов к любым вызовам. Поэтому он принял решение выдвигаться на новый срок. Зарина Ахметова, ТНВ, Казань. В Татарстане плата за детские сады будет начисляться с учетом посещаемости. Премьер-министр Алексей Песошин сегодня провел совещание по вопросу начисления родительской платы. Для поддержки семей с детьми в период экономического кризиса Рустам Миниханов принял решение о пересмотре структуры родительской платы. Ее постоянная часть будет уменьшена в 3-4 раза. Также снизится и общий размер родительской платы в большинстве групп. Сейчас идет работа по формированию финансовой модели оплаты. По всем видам групп в детских садах это досчитать и ввести эту меру по сокращению абонентской платы по новым нормативам, Алексею Николаевну, ввести уже с 12 мая. Сегодня в Агрызском районе сменилось руководство. Принимать отставку главы Валерия Макарова и руководителя исполкома Андрея Авдеева сюда приехал Алексей Песошин. Как отметил премьер, за минувшие годы в районе проделана большая работа по обновлению соцобъектов и инфраструктуры. Появились спорткомплексы с бассейном, 12 ФАПов, 18 спортивных площадок. Валерию Макарову, руководившему районом 8 лет, Алексей Песошин вручил медаль за доблестный труд. И сегодня же на должность главы исполкома рекомендован Азат Валеев. В Татарстане сегодня подтверждено 53 новых случая COVID-19. Все контактные, 13 человек госпитализированы, 40 получают лечение на дому. Самый большой прирост вновь в Казани. Это 27 человек, и в Челнах здесь 17 заболевших. Всего в Татарстане зарегистрировано 3079 случаев коронавируса. В татарстанские больницы возвращаются плановые осмотры, растет количество тестирований. Сегодня ситуацию по коронавирусу обсудили в мэрии Казани. Свои коррективы пандемия внесла и в подготовку к лету. Летние лагеря тоже должны заработать. При каких условиях, расскажет Алсу Ахмедянова. Больницы входят в привычный темп работы. Уже сейчас татарстанцы могут посетить лора, офтальмолога, стоматолога и гинеколога по предварительной записи. Количество больных с ковид продолжает уменьшаться. Из 3000 заболевших за все время 2/3 уже выздоровели. В Республиканской клинической больнице совместно с Центром крови Республики Татарстан были проведены первые 5 трансфузий плазмы с антителами к COVID-19.
Пациенты, которым была перелита плазма, чувствуют себя удовлетворительно, с положительной динамикой. Врачи, весь медицинский персонал ведут настоящий бой с коронавирусом. И наша обязанность и долг во всем им помогать, всецело помогать. Еще 2 месяца назад мы приняли решение о том, чтобы выдать врачам, волонтерам бесплатные проездные билеты. Я прошу данную меру поддержки продолжить. В больнице продолжает поступать медоборудование, а для госпитализации в республике имеется уже более 3000 койко-мест. Однако, как сказали в мэрии, с наступлением лета не стоит забывать и о другой опасности – пожары. С начала года в республике их случилось уже более 1500. Один из последних в трагическом списке – пожар в Зеленодольской больнице. Особый противопожарный режим действует по 30 мая. Но в связи с вышесказанным смягчением режима самоизоляции считаем в рамках минимизации предупреждения возможности возникновения природных пожаров. В случае осложнения пожарной обстановки будем рассматривать вопрос о введении особого противопожарного режима на территории города Казани на другой период, если вы примете решение. Соблюдая все меры, как пожарные, так и эпидемиологические, уже с 1 июня свои двери для детей откроют летние лагеря. В Татарстане их 11. Персонал будет жить в лагере вместе с детьми всю смену, а родители смогут посещать только по крайней необходимости. Прием детей в лагерь будет осуществляться только при наличии заключения врача об отсутствии контактов с инфекционными больными. Ежедневно не менее 2 раз будет проводиться измерение температуры тела у персонала и детей с применением бесконтактных термометров. А вот выпускные с традиционным последним звонком и линейкой пройдут в школах онлайн. В новом формате 1 июня отпразднуют и День защиты детей. Вся праздничная программа есть на портале мэрии. В прямом эфире выступят артисты, а эксперты проведут мастер-классы по самым разным направлениям – от компьютерных программ до бьюти-индустрии. Алсох Медянова, Юлия Муратова, ТНВ, Казань. Нижнекамск нефтехим передал врачам Нижнекамской ЦРБ самый ценный и актуальный в этом году подарок – дорогостоящее оборудование и материалы для профилактики коронавирусной инфекции. Это огромная, очень нужная, полезная вещь. Сотни коробок, внутри которых маски, защитные костюмы, медицинские перчатки, специальные защитные экраны, но самое главное – утилизатор медицинских отходов, в котором так остро нуждались нижнекамские медики. Это очень дорогостоящее мероприятие. Мы платили деньги за то, чтобы возить в Челны, там утилизировать. Поэтому аппарат был очень серьезно нам необходим. Гости заверили, что в период эпидемии коронавируса предприятия всегда готовы прийти на помощь врачам, находящимся на передовой в борьбе с COVID-19. Мы оплачивали эти услуги самостоятельно. Материалы используют с нашего дочернего предприятия «Полиматис». Сами организовывали доставку на швейную фабрику. Сами занимались доставкой из швейной фабрики сюда, с упаковкой и передачей уже в больницу. Это не первая помощь, которую оказывают нефтехимики Нижнекамской больницы. За время пандемии медицинскому учреждению было передано более 20 тысяч защитных масок. Кроме того, для врачей организован полноценный отдых после тяжелых смен на базе одного из детских лагерей. Таким образом, компания всячески поддерживает врачей и выражает им свою благодарность. Светлана Звонарева, Катерина Короленко, Марина Чернышкова, ТНВ Нижнекамск. Более 2 миллионов рублей задолжала своим сотрудникам зеленодольская компания «Овощевод». Уже около 8 месяцев работники не получают зарплату. Следственный комитет на этой неделе возбудил уголовное дело. Ранее здесь выращивали огурцы, помидоры, картофель. Сейчас они ориентированы на животноводство. Почему, производя мясо и молоко, работникам задолжали огромные суммы, спросила Вероника Гайнудинова. Мы без зарплаты. Есть даже кому за август зарплату еще до конца не выплатили. Милюша Шаронова в овощеводе работает дояркой 10 лет. И последние 8 месяцев, можно сказать, бесплатно. Деньги за свой труд она и еще около 40 сотрудников не получают еще с октября. За это время задолженность компании перед работниками превысила 2 миллиона рублей. Чтоб штаны у нас до конца не упали, давали в месяц по 2000, 1000. Но у нас есть и квартиры, которых надо каждый месяц оплачивать. Дети, которые ходят в школу. Нина Васильева в такой же ситуации. Зарплату не платят, но продолжает каждое утро ходить на дойку коров. Говорит, работа все равно нужна. Живу с сыном. Я воспитываю одна. Некоторый раз мама помогает. Вот без зарплаты очень тяжело. Скотина жалко. Но
А куда денешься? Куда сейчас пойдешь на работу? Сегодня в хозяйстве овощевод практически никого. Говорят, им вырубили свет. По словам сотрудников, если в сентябре их численность была больше 70 человек, сейчас работать остались всего 30. Света нет, все на изоляции, поэтому я уж прихожу, здесь рядом живу, какой-то такой текучий сделать и все. А так никого нет. Все уволены, все ушли. Директора компании мы нашли на ферме. Ильшат Саберзянов причину невыплаты зарплаты своим работникам объясняет конфликтом учредителей. Сейчас идет корпоративный конфликт между учредителями. И в ноябре месяце, значит, Идиатуллина Гульнара Салиховна овощевод объявил, включил в реестр, открыл банкротное дело. Мы связались с Гульнарой Идиатуллиной. Конфликт учредителей она подтвердила, но говорить на камеру не захотела. Причину подачи на банкротство объясняет так, цитата. На банкротство я подала не с той целью, чтобы обанкротить предприятие, а поменять руководителя. Надеюсь, что когда появится новый директор, сможет выплатить зарплату и появятся перспективы. Сейчас их нет. Как говорит Ильшат Саберзянов, половину суммы долга он уже выплатил. В деталях истории разбирается Следственный комитет. Здесь на директора овощевода уже завели уголовное дело за невыплату зарплаты. В настоящий момент проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также возмещение причиненного ущерба. Расследование уголовного дела продолжается. Директор овощевода же свою вину не признает, а зарплату своим сотрудникам обещает выплатить в июне. Благо на дворе лето и корма бесплатные. Сейчас у нас мы скот выгнали на летний пастбищный период, удойное молоко увеличивается, и насчет молока мы хотим в июне месяце полностью закрыть зарплату. Вероника Гайнудинова, Александр Лобанов, ТНВ, Зеленодольский район. Аварий на дорогах меньше, а смертей стало больше. В Татарстане в этом году в ДТП погибли 81 человек. Это почти на 10% выше прошлогоднего показателя. Неутешительные цифры сегодня озвучили на заседании Государственной комиссии по безопасности дорожного движения. Как будут бороться с лихачами, услышал Сергей Хайдаров. Что бы вы сделали, если бы увидели пьяного человека, который пытается сесть за руль? Позвонили бы в ГИБДД или просто пошли дальше по своим делам? Такой социальный эксперимент в Казани устроили сами автоинспекторы. Странно получается. Людям в большинстве своем совершенно неинтересно на пьяного человека за рулем. Ситуацию на дорогах республики сегодня обсуждали в Кабмине. Казалось бы, самоизоляция, машин на дорогах было меньше, но цифра смертей в ДТП растет. 81 погибшие уже в этом году. Это на 7 человек больше, чем за аналогичный период 2019 года. Ситуация с безопасностью дорожного движения осложнена в целом и на территории Российской Федерации. При снижении количества ДТП и раненых зафиксирован рост числа погибших. Не выполнено прогнозное значение национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в целом по России и в 7 федеральных округах из 8, в том числе и в Приволжском федеральном округе. В ПФО из 14 регионов в 8, в том числе и в Республике Татарстан, отмечен рост числа погибших. В республике не достигнут расчетный целевой показатель, предусмотренный национальным проектом БКД. При прогнозном значении 78 погиб 81 человек. В этом году в республике произошло 1019 ДТП. Чаще всего люди, находящиеся за рулем, были пьяные, либо выезжали на встречку там, где нельзя. Так погиб 21 человек. В местах наибольшей аварийности по причине выезда на встречную полосу будет осуществляться как установка приборов фото-видеофиксации с функцией выявления нарушений правил обгона, так и дислоцирование постов ДПС. Вице-премьер Шамиль Гафаров назвал ситуацию на дорогах непростой и предложил задействовать все резервы, чтобы обеспечить безопасность пешеходов и автомобилистов. Что касается финансирования, по сравнению с другими годами, несмотря на ситуацию с коронавирусом, нам ничто не урезали. Мы остались во всех своих лимитах. Мало того, по ряду городов президентом республики, премьер-министром принято решение о дополнительном выделении на безопасность дорожного движения дополнительных денежных средств. В плане безопасности на дорогах всегда есть над чем работать и что улучшать, но приблизить смертность на дорогах к нулю может только сознательность каждого. Сергей Хайдаров, ТНВ, Казань. Какие вопросы у Следкома к застройщикам элитного жилья в центре Казани? Читайте об этом в интернет-газете «Реальное время». Вы смотрите новости Татарстана, и вот о чем далее. Пандемия продолжается, но варианты есть.
зарубежных стран будет учтен. Как может пройти голосование по поправкам в Конституцию, узнал Дмитрий Аренин. В сети закона. Зафиксировали нарушителя, потому что в данный момент выезд на воду с целью рыболовства запрещен. Как в Татарстане борются с браконьерами, увидел Рамиль Галиуллин. Всех выпускников с окончанием учебного года поздравил сегодня министр образования Республики Рафис Бурганов. Последний звонок прозвенит для татарстанских школьников 30 мая. Он отметил, что в этом году праздник хоть и проходит онлайн, но это важная традиция для всех выпускников. Уверен, что многие уже приняли решение, в какой профессиональной области реализовать свои мечты и способности. Пусть оно будет правильным. Ведь от этого зависит ваша судьба. Пусть у каждого из вас она обязательно будет счастливой, а все мечты сбудутся. Каким бы ни был формат голосования по поправкам в Конституцию, наблюдатели от Татарстана будут готовы. Сегодня в Общественной палате прошел онлайн круглый стол. Напомним, ранее голосование должно было пройти 22 апреля, но из-за пандемии его отложили. Недавно же Владимир Путин заявил, в ближайшее время такая процедура может состояться. В каком формате она может пройти и как к ней готовиться в республике, расскажет Дмитрий Аренин. Нормально. Связь хорошая, можно начинать, а вернее продолжать. В связи с пандемией подготовка к голосованию не прекращалась. Встречи организаторов проходили в формате видеоконференций. Сегодня очередная. Как рассказали эксперты из Москвы, сейчас изучаются различные варианты, как можно провести голосование. Опыт зарубежных стран будет учтен. 21 июня запланированы парламентские выборы в Сербии. Поэтому мы заслушиваем коллег, экспертов, делаем выводы, готовим рекомендации для избирательной системы. Обсуждается возможность досрочного и голосования в течение нескольких дней. Ориентируются на очный формат. Участки обеспечат всеми средствами защиты от коронавируса. Предлагают организовать температурный контроль. Вблизи каждой площадки оборудовать комнату для мытья рук, а кабины для голосования сделать без передней шторки. Один из обсуждаемых вариантов волеизъявлений – голосование на улице. У зданий, где обычно располагаются участки для голосования, могут появиться специальные шатры, куда будут приходить граждане заполнять бюллетени. Так можно будет избежать скопления людей в помещении. Как скоро может пройти голосование, специалисты пока сказать не берутся. Все будет зависеть от ситуации с пандемией, пойдет ли она на спад. Это главный фактор, который будет определять, мне кажется, старт голосования. И, конечно, даже при этом обеспечение всех участков, чтобы были соблюдены все санитарные нормы, и для пожилых граждан форматы голосования могут быть тоже на расстоянии. Что точно нужно сделать, это подготовить наблюдателей. Сейчас для них в стране уже запущены онлайн-занятия. Доступно мобильное приложение, которое также может скачать любой пользователь и, соответственно, воспользоваться. По вебинарам хочется сказать в первую очередь, что действительно очень интересно получился проект. Число наблюдателей на голосовании по Конституции ограничено не будет. Сейчас в Татарстане заявились около 8 тысяч человек. Это представители политических партий, общественных организаций и простые граждане. Наблюдатель не будет привязан к определенному участку. Это возможность, называется, так скажем, мобильность наблюдателя. Мобильность наблюдателя, он сможет присутствовать как на одном участке, также посетить и другой участок для того, чтобы воочию посмотреть, как там все происходит. Чтобы стать наблюдателем, нужно обратиться в Общественную палату республики. Прием заявок и обучение будет идти до дня объявления голосования. Дмитрий Аренин, Адель Миндубаев, ТНВ, Казань. И как заявили в Центре избиркоме страны, они будут следовать всем рекомендациям Роспотребнадзора. Главный санитарный врач России Анна Попова уже подписала рекомендации избирательным комиссиям. Так, масками, перчатками, антисептиками планируют обеспечить все участки. На входе всех ждет термометрия, предусмотрено регулярное проветривание помещений и обработка дезинфицирующими средствами. Бригады, обеспечивающие голосование граждан на дому, будут работать в защитных костюмах. Как заявил председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев, главное – здоровье избирателей. 1500 сетей, 30 тонн незаконно пойманной рыбы и полсотни заведенных уголовных дел. Такой улов у природоохранников со старта операции «Нерест». Напомним, сейчас в республике действуют ограничения на рыбалку. Под запретом все виды промысловой и любительской ловли, за исключением рыбалки с берега на удочку. Сколько человек угодили в сети проверяющих, сегодня увидел Рамиль Галиуллин.
Акватория заказника «Волжские просторы» – традиционно популярное место для любителей незаконного лова. По своему многолетнему опыту инспекторы знают, что нарушители о проверках в курсе, поэтому действуют предельно осторожно. Зафиксировали нарушителя, потому что в данный момент выезд на воду с целью рыболовства запрещен. Сейчас действует нерест. В рейд по Волге вышли ранним утром. Только отплыли от берега, уже первый улов. Этих мужчин инспекторы поймали с поличным. Рыбалка осуществлялась на спиннинге с лодки. То есть в данный период времени, до 5 числа включительно, рыбалка с лодки запрещена. Улов был у них с собой какой-то? Нет, на данный момент его у них не было. Но, как говорят инспекторы, настоящие браконьеры не сидят в лодке в ожидании клёва, а расставляют сети. За час рейда мы нашли 7 снастей. Как правило, такие сети браконьеры устанавливают поздно вечером, чтобы утром вернуться за добычей. Всего же с начала года инспекторы выловили таких орудий улова из рек в республике около 3000. Всю же добычу из сетей отпускают обратно в воду. Материалы передаются в правоохранительные органы. По данным уже возбуждено более 50 уголовных дел. За период нереста собрали 1500 сетей. Рейды правоохранителей не заканчиваются в водной акватории. Ищут браконьерскую добычу и на рынках. Остаются следы. Вот чешуя повреждена сеткой. Кто реализует? Индивидуальный предприниматель, юридическое лицо? Ну, рыбаки уж. На прилавке сазаны и судаки. Но ни документов, ни внятного объяснения, откуда взялась рыба, у женщины нет. Как итог, составление протокола и конфискация товара. Вышли немножко хоть что-нибудь заработать. Ну, пожалуйста. Вы здесь торгуете каждый день. Я согласна, надо заплатить штраф. Тоннами. Сейчас, секунду, есть документ, есть. А в этой торговой точке документы есть. Но по ним рыбу якобы привезли из Волгоградской области. Теперь инспекторы проверят подлинность ветеринарных бумаг. Рыба должна быть как минимум замороженная. Но сейчас свежевыловленная рыба не может быть, поскольку сейчас нерест. Сейчас любая свежая, она браконьерская. В таких количествах, в таких масштабах ее не поймать на крючок. Инспекторы отмечают, штрафы за нарушение от 2000 вплоть до уголовного дела. В период нереста можно рыбачить лишь с берега на удочку, и то лишь на 2 крючках. Усиленные проверки продлятся до 5 июня. Рамиль Галиуллин, Ренат Сафин, ТНВ, Казань. Живописный уголок в центре Казани, так называемая русско-немецкая Швейцария, скоро может стать одним из любимых мест отдыха казанцев. Здесь планируют благоустроить набережную. Об этом сегодня рассказали архитекторы. По генплану города ее площадь увеличат в 4 раза. Большая часть полностью сохранит свое природное разнообразие. Чтобы не нарушать экосистему, все здесь будет только из дерева. На территории появятся зоны отдыха, стритфуд, площадки для культурных развлечений. В планах связать территорию с парком Горького, тем самым вернуть ее историческую преемственность, связанности рекреационных пространств. На сегодняшний день у нас заканчивается, ближе к концу идет строительство экстрим-парка. А озеро Лебяжье уже преобразилось сегодня. Как здесь все изменилось, увидели Рустам Миниханов и Ильсур Медшин. Они ознакомились с результатами экореабилитации каскада озер Лебяжье и благоустройством территории. Лесопарк был восстановлен благодаря усилиям Казаньоргсинтеза и группы компаний «Таиф». В парке очистили высыхающее озеро Малое Лебяжье и воссоздали 2 утраченных ранее озера. Водоемы высадят специальные растения, которые будут способствовать естественной очистке воды. Особо ценная территория с редкими видами растений перейдет в зону ландшафтного парка-заповедника. Работы по благоустройству будут продолжены. В продолжении выпуска о погоде, а у нас к этой минуте все. Всего вам доброго и берегите себя. Здравствуйте! Еще один по-летнему теплый день порадует нас и в субботу. Вот об этом поговорим прямо сейчас. По данным сервиса Яндекс.Погода, 30 мая на юго-востоке в Бугульме, Бавлах, Азнакаево столбики термометров превысят 25-градусную отметку. Солнечно и без осадков. На северо-востоке, в Нижнекамске, Набережных Челнах и Елабуге сохранится ясная погода и очень тепло. Для севера Татарстана 30 мая будет безоблачным, осадки маловероятны, температурный фон сохраняется повышенным. На северо-западе, в Варске, в Кукмаре, Балтаси станет еще теплее, плюс 25. Ночная температура тоже радует, около 10 градусов с плюсом, осадки не ожидаются. В Болгаре, Буинске, Дрожжаном переменная облачность и без осадков, также очень тепло. В центральных районах республики, в Чистополе, в Альметьевске, Мамадыше еще сутки продержится жаркая погода, плюс 27, осадки не ожидаются.
Жаркий антициклон начнет сдавать свои позиции уже к вечеру субботы. И в воскресный день вновь ожидаются изменения в погоде. Похолодает и пройдут дожди. В Казани в субботу ожидается ясная погода, без осадков. Ночью плюс 11, днем воздух прогреется до 26 градусов. Ветер восточного направления умеренный. Атмосферное давление в пределах нормы 756 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 43%. О погоде все. В студии была Лейла Латыпова. Всего доброго и оставайтесь на нашем канале.